Хочу поблагодарить раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и главу Кряшин Татарстана Егорова Ивана Михайловича за поддержку православных татар. Особо хочу выразить благодарность за признание татар исторически двухконфессиональным народом, как оно и есть. Когда в стратегии развития татарского народа это было наконец-то признано. Очень важно, созрела необходимость запретить аборты. Сегодня надо это сделать. И два региона, Татарстан и Чечня, могут в этом направлении занять решающие позиции. Как община православных татар видим, что в этом направлении эти регионы уже делают серьезные подвижки. И сегодня, когда идет война, мы должны на этот шаг наконец-то решиться и закрыть этот вопрос. Мы должны прекратить убивать наших детей. Созрела необходимость собраться всем народам тюркоязычным и шире, которые исповедуют православие. И созрела необходимость создать такой большой Курултай православных тюрков. Мы хотим его назвать Курултай православных татар и тюрков, потому что татары, как мы считаем, это самый крупный этнос в нашей стране, который исповедует православие. Объясню почему. Хотя считается, что татары – это такой моноисламский, что ли, народ, но это ошибка людей, которые поверхностно понимают состояние татарского народа. На самом деле татары издревле исповедуют православие, принимают православие сегодня. И мы считаем, что около 30% татар православные. Но если посчитать, кряшины считают, что их около 1 миллиона. Православные татары вокруг нас, мы их всегда видим. Мы считаем, что это не менее 30%. Посчитать это количество сложно, но мы твердо верим и знаем, что мы наиболее крупный тюркоязычный народ на территории Российской Федерации, исповедующий православие. Потом идут чуваши, потом идут и гагаузы, якуты и другие более маленькие народы. И созрела необходимость нам всем объединиться и показать миру, что мы есть, рассказать, что мы, будучи тюркоязычным народом, сохраняем свои тюркские языки, сохраняем свои традиции. И сегодня на праздник Джиен, мы празднуем сегодня праздник Джиен, в переводе с татарского это церковь, мы принесли подарок для кыргызстанского владыки Саватия Шамаиль. Это наше татарское православное искусство. Здесь на татарском языке написана молитва, посвященная Богородице. Аланету Дурган Кыз, Суйон Довлятен Бар Марьям, Ходай Синен Белян, Дезнен Женарга Коткаручны Тудургач, Данлы Булган Хатынар Арсанан Синан Туганда Данлаулы. Да, это Богородица Дева, радуйся. Вот наша известная православная молитва. Этот Шамаиль нарисовала я при поддержке нашей общины. Мы хотели его подарить, и подарим владыке Саватию Кыргызстанскому. И эта история этого Шамаиля, она очень интересная. Когда не стало основателя нашей общины, отца Даниила Сысоева, вот мне пришла идея нарисовать именно такой Шамаиль. И здесь изображен тот храм, который был в проекте у отца Даниила Сысоева, какой он хотел делать на Кантемировской. После его убийства этот уже другой проект храма согласован. Он сейчас строится, пока в процессе, храм пророка Даниила. Поэтому здесь тоже нарисован пророк Даниил. И вот этот вот проект храма я здесь отразила на этом Шамаиле и в память отца Даниила. И, в принципе, он получился таким необычным, как град небесный. Здесь сверху написано «Шекерсинга и Алабас Шекерсинга», слава тебе,
Господи, слава Тебе, Боже, слава Тебе. И молитва пророку Даниилу. Шамаиль – это традиционно для татарского народа изображение, в нашем случае, церквей с молитвами на татарском языке. Это православные молитвы. И таким образом мы выражаем свое прославление Бога, Иисуса Христа, Гайся Мессиха.